Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад, там смуглянка, молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось сказать. Доброе утро, с вами Осетия Ньюс, и сегодня 9 мая, 72-я годовщина Великой Победы. На часах 9:10, а это значит, что буквально через 50 минут начнется парад Победы. Как вы видите, мы находимся на вот такой площади, где уже собираются люди. Они, естественно, пойдут на парад Победы. Для горожан сегодня приготовлена масса развлечений, помимо парада Победы. Вот у нас в руках есть 3 листа, где полностью расписана программа сегодняшняя. Еще для горожан подготовили специальную карту, куда они смогут пойти и отдохнуть, повеселиться, послушать песни военных лет. У меня она в телефоне. Спасибо нашим пресс-службам, которые журналистам рассылают такие великолепные вещи. Вот такая карта у меня есть, по которой мы сегодня будем двигаться. И моя, наверное, сегодня главная задача показать вам, дорогие наши телезрители, наши подписчики, о том, как люди празднуют День Победы, как может быть сложно, а может быть легко попасть за пределы кортежа. Естественно, сегодня все перекрыто, площадь Штыба полностью оцеплена, сотрудники правоохранительных органов работают в усиленном режиме. Ну что, отправляемся и посмотрим, как сегодня Северная Осетия празднует парад Победы. Доброе утро! С праздником вас! Вы сегодня вот на этих великолепных машинах поедете? Супер! Со скольки стоим? Ждем? Уже как 5 минут. Нет, а подъехали ко скольки? В 9 уже здесь. В 9 уже здесь были? Что-то припозднились наши военные. Кстати, сегодня техника будет только на колесах. Спасибо военным, которые решили поберечь оставшиеся в городе более или менее целые дороги. И поэтому сегодня гусеничной техники у нас не будет. Пойдемте. А смуглянка, молдаванка отвечала парню Влад, партизанский молдаван. Ну, собственно говоря, вот мы и добрались до площади Свободы, где потихонечку стекается народ. Буквально через 35 минут уже начнется парад Победы. Военные готовы, ждут командования. Люди потихонечку стекаются сюда. На трибуны допускают, естественно, только ветеранов, приглашенных, которые заходят по пригласительным чиновники. А вот обычным людям, к сожалению, не повезет. Точнее, повезет тем, кто смог занять первые ряды за оцеплением. Ну, в общем, сейчас узнаем, во сколько пришли. Доброе утро, с праздником вас! Во сколько вы пришли сюда, чтобы оказаться в первых рядах, чтобы могли посмотреть? 8 часов. Мы в 6 выехали из Нальчика. Представляете, люди приехали, чтобы посмотреть парад Победы во Владикавказе в 6 часов из Нальчика, в 6 часов утра, внимание, в 8 утра. Я с Карачаева-Черкесии. Ой, еще из Карачаева-Черкесии у нас гости, как замечательно, очень приятно. Вы впервые принимаете участие в параде Победы? Да, впервые. И какие эмоции? Поделитесь с нами. Сложно выразить чувства. Слишком много эмоций намешано. Ну, вы постарайтесь сформулировать. Радость, немного смущения, страх. А я вот спрашивала там у ребят тоже в красненьких беретиках. Они мне не рассказали, сложно шагать, чтобы на пятку не наступить впереди идущему товарищу? Уже нет. Мы уже нормально так вот шагаем, что у нас получается идти и не наступать. Ну, я сегодня посмотрю, буду смотреть, Анатолий, именно на вас, как вы шагаете. Знамя Победы! Смирно! Для встречи слева! Накра! Ночь на 22 апреля флаги были вручены от имени военного совета 3-й ударной армии представителям стрелковых дивизий.
Центрального парада Победы. По площади Свободы проходит бессмертный полк. Люди несут в руках портреты тех, кто остался на полях сражений. Кто-то вернулся, но, к сожалению, не дожил до сегодняшней годовщины. Идет, воюет взвод, далекий год, на пленке старой, нелегкий путь, еще чуть-чуть, и догорят войны, пожары. Бессмертный полк продолжает идти, просто невозможно огромное количество людей, которые решили присоединиться к этой акции, но тем временем массовые гуляния уже начались. На проспекте Мира вот в буквальном смысле яблоку негде упасть, поэтому мы с вами отправляемся в парк отдыха и посмотрим, как город празднует победу. Пойдемте. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем вслед, и бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет.